Здравствуйте, друзья! Сегодня мы хотим порадовать вас приветами из дома. О Роке мы вам уже рассказывали в одном из своих роликов. Благодаря вам мы его спасли из ППЖ, и он прилетел в Москву. Мальчишке года 4-5. Он отказник. В семье родился маленький ребенок, и малыш Рокки стал никому не нужен. По приезду в Москву он прошел обследование все необходимые, кастрацию, вакцинацию. И сейчас наш Рокки счастлив в семье у Елены. У него есть подружка, такая же маленькая девочка, как и он. И мы очень рады, что малыш не сгинул в ППЖ, а счастлив в добрых, любящих руках. Красавица Лайма. Маленьким щенком мы забрали ее из ППЖ. И уже позднее узнали историю о том, что она была домашней. И сдали ее в ППЖ сами хозяева. Конечно же, маленький активный ребенок не сразу понимает и знает, что и как нужно делать дома. А хозяева не стали заниматься ее воспитанием, а просто от нее избавились. Но Лайме повезло, она хотя бы не заразилась энтеритом и прилетела достаточно быстро в Москву. Сейчас она у прекрасной мамы Ани. У нее все хорошо. А недавно она стала нянькой. На улице ее мама нашла маленького котеночка и принесла домой. Лайма его приняла прекрасно, воспитывает и занимается этим маленьким ребенком. Наш красавец Антей, или как мы его все называем, любя, Антошка. Это породистый дредхар, но и он не избежал участи попасть в ППЖ, еще и в лютые морозы. Когда на одном из видео в вольере мы увидели это рыжее чудо, не задумываясь, сразу решили его забирать, иначе его бы просто не было в живых. Оказалось, что Антей еще совсем молодой подросток. На тот момент ему не было и года. Да. Шебутной ты? Шебутной? Молодой, шебутной? Он очень веселый и активный. И ему повезло попасть в семью, которая тоже ведет активный образ жизни. И при этом сейчас у него еще есть подружка по породе Курцхар. Набегался, да? Тетеревов гонял. Антей. Мы все были несказанно рады, когда к Антею приехала на знакомство его семья. И мама Люба с первого взгляда в него влюбилась. Наш счастливчик, домовенок Кузя, который не раз вытащил счастливый билетик. Забирая его из ППЖ, мы очень переживали, что он уже мог подхватить энтерит, потому что мальчишка, он молоденький, до годика. Была ли ему сделана прививка или нет, мы об этом, конечно же, не знали. Но то, что он был домашним, это абсолютно точно. Мальчишка очень смышленый, даже скорее мудрый. У него какая-то прям
житейская мудрость, несмотря на столь молодой возраст. Такое впечатление, что вот, как говорят, несколько жизней, что он уже тоже живет не первую жизнь. Попав в новую семью, он в нее влился сразу же. Такое впечатление, что он всю жизнь там жил. Он поладил с кошками, он прекрасно ладит со своим новым большим другом. А мама с папой на него не нарадуются. Наш счастливчик Лео. История у него очень интересная. Ребята нашли его на улице в Якутске. Он еще был подростком. Чтобы с ним ничего не случилось, они его приютили, взяли на передержку к себе. Привели в порядок, откормили и стали искать ему дом. На него откликнулась семья, и он благополучно поехал жить домой. Но дальше судьба уже была к нему не так благосклонна. Через какое-то время ребята, которые его приютили, уехали из Якутска жить в Финляндию. И уже там абсолютно случайно на канале Telegram они увидели на фото своего Лео. Это было неожиданно, так как семья, которая его забрала, ничего не писала о том, что он уже не у них. И ребята приняли решение, конечно же, его спасти. Мы его забрали из ППЖ, и благополучно он прилетел сначала в Питер, а потом уже вместе со своими новыми хозяевами уехал к ним в Финляндию. Сейчас он счастлив. Уже больше года он по-настоящему домашний и любимый. Друзья, мы от всей души благодарим всех вас за вашу помощь и поддержку. За то, что эти хвостики живы и уже дома. Все это наша с вами общая заслуга. Давайте и дальше все вместе продолжать спасать якутят и дарить им шанс на новую и счастливую жизнь.